Добрый день, дорогие телезрители телеканала Анна Ньюс. Снова рада вас приветствовать в нашей студии. Сегодня мы поговорим о теме строительства единой российской нации. Владимир Владимирович Путин, выступая на Валдайском форуме, в этом году упомянул о том, что нам необходимо строить единую нацию, состоящую из разных строительных блоков, из разных народов, которые проживут на территории России. Но при этом не отходить от концепции русского мира. Русский мир – это широкое понятие. В русский мир входят русские непосредственно, да, великороссы, малороссы, белорусы, славяне разных народов, также и татары. И вот татары, по некоторым сведениям, да, которые можно почерпнуть в интернете, являются мусульманами. На самом деле не все татары являются мусульманами. Часть татар исповедует православие. И вот наш сегодняшний гость является активным членом Московской православной татарской общины. И он расскажет нам о том, насколько православные татары – это всеобщее для России явление. Ведь согласно данным, порядка 31 подэтноса от татар, да, являются православными. Вот расскажите, пожалуйста, о себе и то, что вы считаете нужным сказать по данной тематике. Ну, Дмитрий, хотел бы упомянуть для начала в процентном соотношении в Татарстане православных татар как раз-таки 30%, около 30%. Ну, самая главная проблема для меня, хотел бы упомянуть то, что по соотношению даже к исламу в мечети 15 раз больше, чем как раз-таки православных храмов. То есть поддержка как таковой в Татарстане, ну, чувствуется, она есть в плане культуры, даже поддерживает нас очень хорошо Иван Михайлович Егоров. Он сам является православным татарином. Сам православный татарин, да, как раз является. При этом возглавляет одну из крупнейших корпораций Татарстана, Акбарс Холдинг. Акбарс, да, все верно. В Москве, конечно, идет поддержка Динар Бухаровой, хотел бы тоже. Она самый активный такой, скажем, деятель нашей татарской православной общины. Она была в нашей студии, она является членом президиума Московской татарской национально-культурной автономии. Вы тоже имеете отношение к этой автономии некоторые, насколько мне известно. Да, то есть чем мы занимаемся? Ну, опять-таки, пытаемся показать для начала то, что мы есть, то есть мы отдельный народ, мы не просто ушли от мусульманства и приняли христианство. Но лично я, даже на своем примере готов показать. Сам из села Старый Тябрин, скажу так. Наше село, оно изначально относится к Маркеевской группе, этнически такой крещенных татар, Маркеевской группе. И изначально в нашей деревне было 3 религии, это, то есть язычество, мусульманство, то есть ислам опять-таки, и православие. В нашей деревне в основном все православные татары, то есть крашены. И хотел бы упомянуть то, что мы не переходили из мусульманства, из ислама, то есть мы изначально из язычества перешли как раз-таки уже в христианство, получается. Вот понятно, Татарстан, Иван Михайлович Егоров, праздник Петрау-Байрам, который проходит в Мамадышском районе. Это православный татарский праздник, посвященный церковному календарю. 12 июля – это у нас праздник Петра и Павла, первоверховных апостолов. И этот праздник проходит с огромным размахом. Православный татарский праздник, замечу, в Татарстане. Вот. И Иван Михайлович Егоров, упомянутый сегодня, он является руководителем этого праздника. Но также на этот праздник приезжают не только православные татары. Только мне известно, президент Рустем Минниханов, президент Татарстана, тоже иногда приходит поздравить своих православных братьев из числа татар. Ну, знаете, Дмитрий, как бы поздравляют обычно, приезжают, говорят речь, но единственное то, что не чувствуем мы этой финансовой поддержки, то есть, да, есть, да, у нас признается в какой-то степени, но в любом случае чувствуется вот эта вот напряженность в плане религии, то есть как-то нас выделять, даже вот отвлекусь, и этим летом проходил татарский форум татарской молодежи.
даже там, как бы объяснить, при встречах, там, когда знакомишься с человеком, среди всей молодежи обнаружил, там, ну, встретил девушку, одну, скажем так, русское имя, русская фамилия. Обращаюсь, узнаю, там, не крещена ли она татарка. Но при вопросе, когда я напрямую задал, не крашенка ли она сказала, да нет, у меня с этим все нормально. У нас есть уникальный исторический шанс сейчас действительно показать вот тем особо ревностным мусульманам, которые пытаются, собственно, всех татар записать Мгм. по факту рождения, по факту принадлежности к этой этнической группе в мусульманы, что это не совсем так. И вы, вот выступая у нас в программе, рассказывая даже о своей деревне, которая исконно была православной, да, и не из ислама перешла в христианство, а из язычества. А это вполне возможно произошло еще даже задолго до Ивана Грозного. Вот. И наша вот, историческая миссия, наверное, в том, чтобы сейчас показать, да, что татарский народ является двуконфессиональным. Есть татары-мусульмане, а есть татары православные. Это исконно так было. И я думаю, что если нас услышат, а я надеюсь, что нас услышат, а в администрации президента нас слушают, вот буквально несколько дней тому назад с православным священником татарского происхождения иеромонахом Иннокентием Кильдеевым мы встречались с заместителем руководителя отдела администрации президента Российской Федерации, Управления внутренней политики по связям с религиозными и общественными организациями, тоже этническим татарином Алмазом Равильевичем Файзуллиным. И он выразил всецелую поддержку вот нашим идеям. Именно православных татар сейчас вот опубличить. Более того, он сказал, что здесь, в Москве, при поддержке администрации президента, православным татарам предоставляется возможность участвовать в празднике Сабантуй. Вот здесь, в парке Коломенское, этот праздник проходит, и на протяжении уже нескольких лет представители православной татарской общины выставляют там свою палатку. По протяжении вот 2 лет последних даже вот, упомянутая Динара Бухарова произносит приветственную речь с почетной трибуны вот этого общегородского праздника. Благодарен, на самом деле, администрации президента Российской Федерации, то, что нам в этом году вот на Сабантуе дали место, то есть нам выделили, скажем так, палатку, дали время, дали место, чтобы выступить на трибуне, скажем так. Даже наша певица Алина Давыдова, то есть представитель крещенных татар, выступала, спела как раз-таки для нас, крещенных татар. Спасибо вам огромное за интересный рассказ. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. И хотелось пожелать вам удачи во всех ваших благих начинаниях. И вместе мы сила. Недавно, вот 4 ноября, мы праздновали всей страной общенациональный праздник, День народного единства. И давайте вспомним события XVII века, когда полчища польско-литовских завоевателей захватили Москву. И кто пришел освобождать Москву от иноплеменников? Это был Минин и Пожарский с Нижегородским ополчением. А вот давайте призадумаемся немножечко, давайте вот почитаем историческую литературу. Кем они были по национальности? Вот. Некоторые из них, да, членов этого ополчения, были этническими татарами, мишарскими татарами. И Нижегородская область, она в значительной степени населена мишарскими татарами. И татары совместно с русскими пришли освобождать Москву от интервентов. И действительно, мы один народ, мы единый народ, состоящий из разных национальных блоков. Пусть так остается вовеки. Спасибо за внимание. Спасибо.